Здесь у имама Газали находим очень прекрасное разделение людей на типы людей по отношению к смерти. Он разделил людей на 4 типа. А первые люди – это люди, которые в небрежности по отношению к смерти, и они не думают о смерти, и все, что их занимает, это эта жизнь. И мы должны думать, к какой группе и к какому типу мы относимся. Первые люди – это люди, которые не верят ни в жизнь после смерти, ни в судный день, ни в воскрешение, ни в то, что они предстанут перед Аллахом Субхану Тааля, ни в суд, ни в отчет, ни в ад или в рай. Они верят в эту жизнь. Они верят в этот мир, и они его любят. Это люди, которые посмотрели на эту дунья, на эту жизнь, на этот мир, увидели ее красоту, красоту этой жизни, красоту дунья, и влюбились в нее. Люди влюбились в эту жизнь. А что бывает, когда ты в кого-то влюбляешься? Когда ты в кого-то влюбляешься, ты не хочешь с ним расставаться. Когда ты в кого-то влюбляешься, ты не хочешь с ним расставаться. Более того, ты ненавидишь того, кто тебя разлучает своим любимым. Это примеров в жизни очень много. Когда, например, двое людей полюбят друг друга, и они не хотят друг с другом расставаться, и, конечно, ненавидят того, кто их разлучает. Также люди, которые влюбились в эту жизнь, какое у них будет отношение к смерти? Конечно же, ненависть и страх. Эти люди, которые влюбились в эту жизнь, они очень редко вспоминают смерть. Почему они очень редко вспоминают смерть? Потому что им неприятно вспоминать смерть. Потому что смерть разлучница. Смерть разлучит их с тем, кого они любят, с этой жизнью. И если очень редко, иногда они вспоминают смерть, то вспоминают смерть с недовольством, с раздражением, с негодованием и ненавистью по отношению к смерти, потому что редко вспоминая смерть, они понимают, что когда-нибудь им придется разлучиться с этой любимой жизнью, с этой их возлюбленной, с этой дуньей. Конечно, Пейгамбер Мухаммад алейхиссалату вассалям о таких людях сказал: «Ман кариха ликаа раббихи, ман кариха ликаа раббихи, кариха Аллаху, ман кариха ликаа Аллах, кариха Аллаху ликаа». Кто возненавидит встречу с Аллахом, Аллах возненавидит встречу с Ним. Кто возненавидит смерть, потому что она разлучает его с любимой жизнью, значит, он не хочет встретиться с Аллахом. То есть, кто возненавидит встречу с Аллахом, того встречу с ним возненавидит Аллах Субхану ва Тааля. И это относится, конечно же, к неверующим, к людям, которые не верят в прекрасную жизнь после смерти и встречу с Аллахом Субхану ва Тааля, а верят только в эту жизнь и любят его. Вторая категория людей – это те мусульмане, которые часто вспоминают смерть. Они верят в жизнь после смерти, верят в судный день, верят в отчет перед Аллахом Субхану ва Тааля, и они часто вспоминают смерть. И когда часто вспоминают смерть, они вспоминают, сколько у них грехов. Они вспоминают, сколько у них грехов, и сколько еще мало дел они совершили, дел, за которые они могут получить награду Аллаха Субхану ва Тааля. И вот эти люди, вспоминая смерть, они раскаиваются в грехах и стараются как можно больше совершить благих, хороших деяний. И об этих людях пророк Мухаммад алейхиссалату вассалям сказал: это люди, которые вспоминают хадис, в котором Аллах Тааля говорит: Аллах принимает раскаяние людей, пока смерть не подошла к ним. И эти люди, вспоминая смерть, боятся смерти, боятся того, сколько у них грехов, и раскаиваются в смерти. Эти люди боятся смерти, но их страх перед смертью оправдан, потому что они сознают то, что сколько у них грехов. И их страх перед смертью оправдан, потому что они сознают, как мало хороших, благих дел они совершили. Третий тип людей – это те, которые любят смерть. Они постоянно думают о смерти. Почему? Потому что эти люди очень сильно любят Аллаха Субхану ва Тааля. Эти люди очень сильно любят Аллаха Субхану ва Тааля и очень хотят встретиться с Аллахом Субхану ва Тааля. Для них смерть – это всего лишь
дата свидания или время свидания и встреча с любимым Аллахом Субхану ва Тааля. Поэтому они любят смерть и очень ее ждут, потому что это встреча с любимым Аллахом Субхану ва Тааля. Четвертый тип людей. И это, конечно, самая лучшая степень. Об этой степени говорил пророк Мухаммад алейхиссалам. Передает он это в одном из своих дуа. И это дуа говорили многие праведные и богобоязненные люди. Это дуа, который передает следующий смысл. Когда мусульмане обращаются к Аллаху Субхану ва Тааля по отношению к смерти или к жизни, к болезни или здоровью, к богатству или бедности и так далее и тому подобное, да, многие люди просят то, что они любят. Просят здоровья, просят богатства, просят жизни. Но верующий, вера которого сильна, он должен просить у Аллаха Субхану ва Тааля не то, что он хочет, а должен просить у Аллаха Субхану ва Тааля то, что Аллаху Тааля хочет ему. Потому что Аллах хочет нам намного лучше того, что мы хотим себе. И это передается в очень коротком дуа, в котором пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, и многие праведные люди, обращаясь к Аллаху, говорили: «О Аллах, если ты знаешь, что здоровье для меня лучше, чем болезнь, дай мне здоровье. А если ты знаешь, что болезнь для меня лучше, чем здоровье, дай мне болезнь. Если ты знаешь, что богатство для меня лучше, чем бедность, дай мне богатство. А если ты знаешь, что бедность для меня лучше, чем богатство, дай мне бедность. О Аллах, если ты знаешь, что смерть для меня лучше, чем жизнь, дай мне смерть. А если ты знаешь, что жизнь для меня лучше, чем смерть, дай мне, продолжи мою жизнь, дай мне жизнь». И это, конечно же, самая высокая степень имана, когда ты просишь у Аллаха Субхану ва Тааля и не жизнь, и не смерть, а то, что желает Аллаху Тааля. То, что знает Аллах Субхану ва Тааля, что для тебя лучше. И мы к этой степени должны стремиться.